Ажиотаж у банкоматов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других крупных городах страны. Люди, опасаясь заморозки счетов в связи с ситуацией на Украине, решили переложить деньги из банков в банки на кухне. Обоснованы ли опасения? За разъяснениями репортеры «Республики» обратились в региональное представительство Сбербанка России, где уже подготовили официальное заявление. Причин для паники нет. Ольга Алексеева общалась с экспертами. Утро 24 февраля 2022 года запомнится всему миру началом военной операции на Украине, резким скачком курса валют, остановкой работы бирж в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторые жители страны начали снимать средства со счетов. Хранить под матрасом куда спокойнее, решили они. Один из крупнейших банков страны, Сбер, тут же поспешил успокоить. Сбербанк готов к любому развитию ситуации. У нас проработаны сценарии для гарантированной защиты средств, активов, интересов наших клиентов, как на территории Чувашской республики, так и за ее пределами, а также обеспечение штатной работы всех функций банка. Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях. Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. В офисе банка в самом центре Чебоксар ажиотажа сегодня не было. Как не было и очередей в банкоматы. Наличные нужны для оплаты, для покупок. Вообще ситуация, которая вот сейчас с Украиной связана, вы как-то не переживаете, что деньги снимать надо? Нет у вас? Нет. Ситуация будет нормальная, цивилизованная. А не как в прошлые времена, что все пропадает, что все исчезает со счетов. Нет, я в это не верю. Не хотелось бы нисколько в это верить. Все-таки считаю, что все будет хорошо. То есть наши деньги никуда не пропадут. Что государство гарантирует их защиту. О том, что деньги снимать не стоит, говорят эксперты. Экономист Андрей Колганов подчеркивает, европейцы, скорее всего, не решатся на блокирование международных расчетов в России, так как им это невыгодно. Эта угроза озвучивается с 2014 года. И Иран в свое время отключали, но Иран не загнулся после этого и вполне экономически развивался. Хотя были сложности. Что касается отключения от SWIFT России, то это малореальный ход, потому что это, насколько мне известно, большинство европейских государств категорически выступали против этого по одной простой причине. Не будет операций через SWIFT, невозможно будет оплатить поставки российского газа, нефти и невозможно будет получить деньги за свои поставки. А у нас с ними достаточно большой товарооборот. Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что санкции ударят по России уже в ближайшую полночь. Правда, спрогнозировать эффект, которого Евросоюзу удастся достигнуть, не берется. Однако есть мнение, что нынешняя попытка давления на нашу страну будет самой серьезной с момента начала холодной санкционной войны. В правительстве России призывают граждан соблюдать спокойствие и не поддаваться ни паническим настроениям, ни провокациям, которых в ближайшее время станет все больше. И это точно неоспоримый факт. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.